4 марта 2010 года жителей Абхазии постигла печальная весть о смерти Владислава Арзенба. Казалось, что время остановилось, и страна словно оцепенела в безмолвии. С того дня прошло ровно 12 лет, но годы лишь подчеркивают значимость утраты. Ежегодно в день смерти своего лидера жители Абхазии считают долгом почтить его память у мемориала в Бышере. Отдать дань памяти Владиславу Арзенба пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного собрания Валерий Кварчи, члены правительства, депутаты парламента, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность. Имя Владислава Арзенба оставил в памяти тех, кто бок о бок прошел с ним кровопролитную Отечественную войну, неизгладимые воспоминания. Наряду с сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью Владислав Григорьевич Арзенба был всегда близок и доступен для своего народа. Люди, которые лично были знакомы с ним, вспоминают многогранность и сложность его характера. Он был лидером и остался. Арахна пагана ишогу, аяйраги хара ишахгу, агура ганасыгу, агура фисаргот, фигука фижер халазом, сачтов хацко, азыги хамчку и бытана, ага хайчагалару, акпалару. Я лично Владислава Григорьевича знал хорошо во время войны. Я был у него один раз, поручал он мне задание, сделал все, что надо было. Я его запомнил таким человеком, добросовестным, порядочным, патриотом Абхазии. Бог нам его дал вовремя. Когда надо было, он стал, сохранил Абхазию, защитил нас. Если его не было бы в то время, сегодня неизвестно, что у нас было бы. Такие люди в 100 лет один раз рождаются. «Свобода об сна – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Арзенба. И действительно, его судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. В один из самых сложнейших исторических периодов, когда казалось, что весь мир был против маленькой Абхазии, Владислав Арзенба сумел отстоять не только права своего народа, но и само государство. Сегодня день памяти нашего первого президента Владислава Григорьевича, основателя нашего государства. И в свете тех событий, которые сегодня происходят в мире, мы еще больше начинаем понимать роль и значимость нашего первого президента. Думаю, что все, что было заложено, мы сегодня должны еще вместе едино отстаивать и делать все для того, чтобы развивать наше государство. Владислав Григорьевич безгранично любил родину и всю жизнь посвятил ее служению. В памяти абхазского народа он навеки остался примером настоящего патриотизма и мужества. Лидер, сумевший спасти нацию от истребления. Когда мы говорим Владислав Григорьевич Арзенба, начиная с садика, наверное, это кто не знает его, это нет такого человека, и у меня мурашки по телу проходят, когда я вспоминаю его. И этот день, когда я вспоминаю про 4 марта, когда мы услышали в школе, сказали, что Арзенба умер, я по классам прошла, девочки, когда я сказала, дети вот так замерли. Не могу без слез его вспоминать. Вот уже 12 лет, как нет с нами Владислава Арзенба. Его смерть стала всеобщим потрясением для народа Абхазии. Но по-прежнему живы идеи Владислава, жива и его вера в будущее независимого абхазского государства. Во время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил 2 надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Встаза расику садгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Аля Катрап, Шраму Камки, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.